Сегодня у специалистов Ингушэнерго в фокусе внимания улица Абадиева в Назране. Общая задолженность здесь составляет более 2 миллионов рублей. Проверяющие наведываются в каждый двор. По первому адресу хозяева встречают радушно. Специалисты сверяют показатели счетчика. Сумма задолженности у Сослановых 12 тысяч рублей. Глава семейства тут же оплачивает часть. Остальное обязался погасить в течение месяца. Несколько адресов специалисты пропускают, так как в список должников абоненты не попали. А вот 26 и 29 дома оказались в другом, в списке без договорников. Таким жителям сотрудники Ингушэнерго уже неоднократно говорили о необходимости открытия лицевого счета сразу же после подключения к электрическим сетям. И потребителей, которые все еще этого не сделали, отключили от электроэнергии. Следующий в списке проверяющих – дом под номером 35. Долг она оплачивает регулярно. Текущий долг 3000, сейчас оплатила. Все. Для проверяющих тишина в ответ на стук в дверь – случаи очень частые. По этим адресам сумма задолженности немаленькая. Они уже взяты на заметку Ингушэнерго, и с ними будут решать вопрос другими методами. Домовладения, оказавшиеся без лицевого счета, также под контролем специалистов. На данный момент выявлено 5-6 лицевых счетов домовладений, которые стоят без договорного потребления. С ними ведется работа, мы их ограничиваем, принимаем документы от абонентов, стараемся открывать лицевые счета. Жителям, у которых нет возможности погасить сразу весь долг, сотрудники Ингушэнерго идут навстречу. Соглашение о реструктуризации долга на полгода, на 3 месяца. Мы разбиваем долги, делаем соглашение о реструктуризации, и людям это приемлемо. Нужно вовремя заключить договор для подключения к электросетям и своевременно проводить оплату, чтобы не доводить до отключений, напоминают сотрудники Ингушэнерго. Тем более сегодня для этого есть все необходимые удобства, не выходя из дома. Это и через наши центры обслуживания клиентов, а также через мобильное приложение «Свет онлайн», которое позволяет производить оплату, заносить показания приборов учета и отслеживать свои лицевые счета. Такие рейдовые мероприятия проводятся сотрудниками филиала Россети «Северный Кавказ» регулярно. На очереди у проверяющих еще несколько улиц в этом микрорайоне Назрани. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.